Знакомьтесь, гость нашей студии – доктор Моллозухур Тахири, кандидат медицинских наук, председатель профессиональной ассоциации специалистов народной медицины и целителей Республики Таджикистан, академик Межнациональной академии гуманитарных и естественных наук, член-корреспондент Инженерной академии Таджикистана. Деятельность доктора Тахири отмечена медалью указом президента Таджикистана и медалью Российской Федерации Святого Георгия Победоносца. Доктор Тахири является автором 20 научно-познавательных книг. Член Союза писателей, член Союза журналистов, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пишет стихи, играет на 7 музыкальных инструментах. Доктор Тахири в прямом эфире в студии «Для тех, чья душа не спит». Здравствуйте. Дорогие друзья, вы сможете задать вопрос доктору Тахири нам в студию по телефону прямого эфира 423-03-33. 423-03-33. На ваши вопросы мы будем отвечать примерно спустя минут 15 после нашей беседы. Доктор Тахири, скажите, пожалуйста, вот вы врач, кстати, 5 специализаций, в том числе психотерапевт, кардиолог. Вы кандидат медицинских наук, академик, вы президент Ассоциации народной медицины. Вот все-таки вы врач больше официальной медицины или вы больше себя считаете врачом народной медицины, специалистом народной медицины? Вообще, то, что в медицине появился, все взято с народа. Поэтому у нас, если вот так посмотреть, традиционная медицина существует более 300 тысяч лет. Наша академическая медицина 200 лет всего. Поэтому я сочетаю, хотя 10 лет возглавлял отделение реанимации Республиканского кардиоцентра, отделение долечивания, в курортной системе работал. И последние годы занимаюсь природными методами оздоровления, народной медицины. Поэтому я сочетаю. Вообще профессия врача это должен быть как искусство, да? Врач должен быть и знать природу, знать психологию человека, знать травы, все в комплексе помогать людям. Потому что сам человек тоже является частью природы. Когда мы ближе к природе, живем по закону природы, мы живем долго. Вот, дорогие друзья, кстати говоря, у вас есть уникальная возможность задать вопросы по нетрадиционным методам оздоровления фактически у носителя традиции, у носителя именно вот традиции таких вот восточных врачей. Дело в том, что великий Авиценна, в общем-то, фактически ваш земляк. Так что в каком-то смысле вы его преемник, так, продолжатель традиции. Тем более на таком, как бы уже таком уровне, более высоком, я считаю, что сочетание народной медицины плюс новейших достижений медицины официальной, современной. 423-03-33, по этому телефону вы сможете задать вопрос нашему гостю. Напомню, в гостях у нас сегодня доктор Моллозухур Тахири. Ну вот, как вы думаете, какая база, вот, что нам нужно понять и чему нам нужно придерживаться, чтобы, скажем так, обеспечить себе нормальное функционирование организма, нормальное здоровье? То, что мы сегодня начали говорить, великий Авиценна в свое время сказал, что медицина сидит на 3 кита: нож, слова и трава. Нож – это наша вся хирургия. Слово – это каждое обращение пациента к врачам, к психологам, но он приходит к любому врачу, стоматологу, гинекологу, онкологу, начинается с общения, действия слова. Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Слово действует уникальные свойства на организм человека. И наши уникальные травы. Действительно, Авиценна более 1200, ну, скажем, ориентировочно, потому что отметили 1150-летие Авиценны. Его книги, которые своими он написал, он настольная книга каждого врача. Он не потерял свои ценности. Да. Потому что многие иногда говорят, книги выпустили, уже срок, ну, не новый. Потому что то, что старые, наши забитые, это лучше, чем некоторые наши новые продукции. Поэтому, когда мы людей будем лечить в комплексе, и каждого больного, я как врач говорю, надо посмотреть, как великий Мудров сказал, решить его судьбу, его методы лечения у постели больного. Вот то, что мы иногда даем заочные консультации, где-то самолечение, это иногда вредит человеку.
То есть непосредственный контакт. Непосредственно. Поэтому вот Мудров в свое время сказал, что надо больного слушать, пальпация, аускулькация, ну, все вот параметры, которые можно поставить, диагностику, а потом дать советы лечения. Кстати, вот о слове вы сказали по поводу слова. На мой взгляд, просто надо запретить больному человеку разговаривать о болезни, мне кажется. Потому что кто как, не, вот просто по наблюдениям, да, человек заболел, или в больничных палатах вообще разговор только о болезнях. Так нельзя, мне кажется, вообще надо запретить. Это правильно говорите, потому что у меня была практика, что когда рядом с больными инфаркт миокарда лежал молодой, ну, студент, просто у него невроз, биркардиальный невроз. Буквально на второй-третий день он давал клинику картину с симптомами инфаркта миокарда, что у него боль в области сердца, отдается в левую руку, в левую лопатку. Наслушался? Ну, наслушался с пациентами, которые лежали в одном палате. Поэтому здесь индивидуально надо людей тоже разделить, потому что они друг друга могут заразить. Я работал на 3 этапах, да, отделение реанимации, отделение долечивания, курорт. Чем люди ближе к природе, вот курортная система, быстрее идет оздоровление, потому что общение с природой, природные факторы, потом человек более свободный, он начинает, ну, и воздух, вода, солнце, комплексный подход, идет быстрее выздоровление. А когда в больнице, как вы говорите, каждый начинает говорить о своей болячке, они погружаются, вот на сегодняшний день вышел в Россию книга, называется «Ошибки медицины. Опыт целителей». Потому что из-за врачебной ошибки тоже много людей умирает. Например, в Америке ежегодно умирает 98 тысяч человек. Ну, в России статистика пока не дает, в других республиках я точно не знаю. Потому что где люди работают, там бывают ошибки. А то, что мы по законам природы, которые длительное время, миллион лет люди передавали опыт, это более достоверно. Ну вот хорошо, допустим, вот у вас в Таджикистане там очень богатый природный мир, там горы, да, там очень много, скажем так, есть растений, травы специальные, там лечебные, горные травы растут, опять же, климат хороший. Но вот у нас, допустим, средняя полоса России, климат у нас, скажем так, сами видите, какой разный, да? Как вот нам здесь использовать наши природные ресурсы? Я, например, в течение более 30 лет работаю на территории и России, и Таджикистана. В самом деле, действительно, здесь, например, один из причин, что народ много употребляет алкоголь, или наркомания растет, или все, это нехватка солнечной энергии. Первое, это то, что нужно организму, это солнце, это энергия. Потом воздух, вода. Вот, чтобы люди действительно вот это не употребляли, алкогольные или наркотические препараты, нужно заниматься спортом, нужно какие-то мероприятия провести, чтобы радость была. Есть гормоны радости в организме. Когда он хватает, человек не нуждается в алкоголе, допинге, который нуждается. Поэтому я посоветовал бы люди, вот когда зимний период, чтобы у них отпуска были, они вот сейчас многие выезжают в арабских странах, да, ну, в Индии где-то, когда солнце, они там поправляются без ничего, начинают поправляться. Да, я помню, что вот когда мы были совместно с Багировым и ну, в Индии группа более 100 человек поехали, и один парень был наркоман, который его отец попросил, чтобы мы забрали с собой туда и начали лечить. В самом деле он, когда со мной долго мы общались, почему он стал алкоголиком, потом наркоманом, рассказывал. И в течение месяца, когда он был в Индии, абсолютно потребности не было, ломки не было. И вот и время лечит, и природа лечит. Человека надо отделить, да. Вот, вы рассказывали очень интересный рецепт, как вы корректировали какое-то заболевание с помощью горячего песка на пляже. Как был в предварительной беседе. Ну вот по законам природы много, например, есть лечение песком. Есть, ну, люди загораются в песок. Потом есть специальные методики, я сам тоже разработал, именно людей погружать в землю, да, отрицательную энергетику снимается. Человек лежит, где-то полчаса, час, потом его поднимаешь, он сразу чувствует облегчение. Потому что если вот так вести пример, да, земля, то, что нас кормит, все, и мы опять уходим к земле. Когда человек умирает, опять его похоронают. Через какое-то время оттуда входят травы, да. Постоянный круговорот находится, значит, энергия человечности. Поэтому вот есть методики, которые, например, огнетерапия. Начинают делать огонь, пепели остается, потом прыгают, да, прыгают, как
прижигание получается. Много болезней уходят. Я это в свою практику проводил. Я сейчас стараюсь, чтобы больных лечить на природе. Вот, например, если раньше сеанс гипноза я провел в закрытых кабинетах, чтобы шум не было, а сейчас я прямо вдоль речки, под деревом, там речка течет, птички поют и на природе. Эффект в 3-4 раза больше. Дорогие друзья, на гостях у нас доктор Тахири, и мы говорим о природных методах оздоровления, в частности, о таких традиционных методах оздоровления. Вот, представителем традиции, в общем-то, является доктор Тахири, можно сказать, наследником великого Авиценны. Авиценна, ну, такой дальний земляк, Тахири тоже родился в Таджикистане. И я думаю, что обязательно нужно поговорить о ваших препаратах, которые сделаны по древним таджикским рецептам, я так понимаю, сделаны из сырья, выращенного в Таджикистане, в частности, в горных районах Памир-Алая, уникальных, очень чистых, природных, экологически чистых местах. И вот давайте, если можно, пройдемся. Давайте. Я покажу, да. Так, вот первый наш препарат это ферула, вот такая трава. Давайте я покажу, как она выглядит. Ага. На 5-6 лет существования он дает свои плоды, берется сок, ножом начинает там 3-4 насечки делать и собирает. Вот так выглядит трава ферула, а вот это вот препарат ферула. Я почему взял за этот препарат, мы сейчас производим в Щелково, в Подмосковье. Значит, ферулу при Советском Союзе 7 человек защитили диссертацию, научно доказали, как антиопухоли, антипаразитарный, антиэпилептический и омолаживающий. Он даже антионкологический, то есть... Да, антиопухолевый препарат, он группа ядовитый относится, но слабо ядовитый и как болиголов тоже широко используется. Конечно, впервые я в Россию зарегистрировал сначала сырье, а потом ферула. Официально любой справочник сейчас можете посмотреть в Российской Федерации и Институт питания провели. Мы добавили здесь хитозан и глютаминная кислота. Сейчас широко используется на территории России. Кстати, да, все препараты доктора Тахири, они сертифицированы, имеют апробацию в России. Так, поэтому при помощи, например, ферула лечится много заболеваний печени. Даже вот последний я сам в интернете посмотрел, у кого цирроз печени. Значит, метеоризм, детский церебральный паралич, ну, простатит, аденома, миома, фибромиома, различные онкологические патологии широко используются. И второй наш препарат из минералов с гор Памира, это каменное масло, по-таджикски называется это замч. Мы здесь в России провели анализ, в составе нашли 65 макро-микроэлементов в спектральном анализе. Широко используется при кровотечениях, при язвах, при геморроях и в гинекологию, в проктологию, значит, в онкологию. Сейчас сочетание вот этих два препарата много онкологов на территории Москвы и Санкт-Петербурга пользуются при онкологических заболеваниях на фоне химиотерапии. После химиотерапии он повышает иммунитет, составляет этих. Ну, это на наш сайте имеется. Сайт www.tohiri.ru, если кто-то интересуется. Вот о сочетании вот это два препарата, потому что очень много больных довольны. Даже был случай, года 2 назад звонили с Нижнего Новгорода, ко мне, что у человека был в виде опухоли на голове, они пили внутрь, ну, шишка был, и одновременно сделали замчом с перексом водорода раствор, прикапляли на голову. Через какое-то время открылась рана, оттуда вышли червячки. Потому что один из теорий опухолей является это образование паразитарный, и поэтому он очень хорошо помогает. А замч это как переводится? Ну, замч это, если взять группа минералов, группа квасов относится. Я все это сделал на основе рецепта Авиценны, который он в свое время использовал. Даже вот там нарисовано, там коза, когда у него стоматит, он идет, лазит и проходит. И очень хорошо лечится герпесы различные. Вот, например, был случай, у меня в Подмосковье врач, который хотели ампутировать ногу, она начала принимать в течение 3 месяцев сочетание ферула замч и делала, значит, примочки. И у нее восстановился. И сейчас некоторые пациенты принимают сочетание ферула и замча при сахарном диабете. Дорогие друзья, препараты доктора Тахири по древним рецептам Авиценны.
И вот еще у нас тут два таких любопытных крема. Так, вот это крем наш хушру по Таджикова на русском языке называется красавица на основе чисто горького миндаля, потому что здесь мало поступает чисто холодный выжимка горький миндаль масла. Это мы несколько раз поспорили. Витамин Е, он очень хорошо дает питание коже и убирает морщины. И последние мои наработки, вот это крем Тарангин. Это на основе 7 спецов. Очень мы сделали, я как автор книги «Мудрость любви, половое воспитание», много с нарушением сексуальной сферы. Люди обращаются и начал разрабатывать при простатитах, аденомах. Но одновременно он очень хорошо начал помогать людям, у кого есть геморрой. Поэтому один из автобазы с Москвы пришли, покупали большое количество. Я говорю, почему? Сказали, вот у нас были 2 пациенты, хотели оперировать, исчез геморрой, и многое вот это начали использовать. От простатит тоже применяется, да? Простатит, геморрой, уретрит. И женщины могут делать одновременно тампон, и он улучшает процесс оргазма, удлиняет полового акта. Тоже по древнему рецепту Авиценны. Все взято из древних рецептов на основе научных данных, которые мы провели. Я как врач все вот это делаю сначала в практическом применении, сначала на своих пациентах. Дорогие друзья, немного рекламной информации. У нас в гостях, напомню, доктор Тахири. И доктор Тахири приглашает вас завтра на встречи. Завтра, в воскресенье, 6 марта, встречи состоятся в Центре развития личности на улице Грузинской, 37А, в 12 часов и в 16 часов. Контактный телефон 413 85 90. Продажа препаратов и книг, о которых мы сейчас чуть позже поговорим, также завтра, 6 марта, по тому же адресу с 11 до 18 часов. Индивидуальный прием будет идти также в течение ближайших дней по каким-то конкретным вашим проблемам, заболеваниям можно обращаться к доктору Тахири, носителю традиций древней восточной медицины и медицины современной. Индивидуальный прием можно записаться по телефонам 413 20 70, 413 85 90. И с понедельника по пятницу будет уже проходить курс лекций по профилактике и практическому обучению. Вот в 2 словах, что на этом курсе лекций будет, который будет в течение недели? Так, будущее медицины это профилактические. Если мы больных лечим, мы на какое-то короткое время помогаем. А если мы учим, это на всю жизнь. Поэтому мы будем обучать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, какие упражнения делать, какие травы принимать, какие фрукты, овощи в комплексе принимать. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнь Боткина, другие заболевания, секс и здоровье, например, у меня специально книга «Мудрость любви», потому что много болезней, скоропостижной смерти были случаи, которые после инфаркта больны. Вот эта книга «Мудрость любви». Есть глава, которая называется «Заболели, займитесь любовью». Это энергообмен у человека. Потому что среди людей одинокие, которые одинокие живут, или разведенные, смертность больше. А когда люди вместе будут в семьях долго живут, они мало болеют, мало обращаются. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях доктор Тахири. Мы в прямом эфире, вы можете задать вопрос нашему гостю по телефону 423 03 33. 423 03 33. Сейчас у нас будет небольшая реклама, небольшой блок рекламы, после чего мы поговорим о конкретных рецептах народной медицины. Доктор Тахири будет нам давать рецепты от различных заболеваний. Вы, пожалуйста, припасите ручку и бумагу, будем записывать. И ждем опять же ваших вопросов по телефону. Напомню, что у нас сейчас идет конкурс по СМС, точнее мы ждем ответ на вопрос, который мы задали в начале нашей программы. Вопрос звучит так: к какому празднику Масленица приходится племянницей? К какому празднику Масленица приходится племянницей и почему? Ваши правильные ответы присылайте на виде СМС с пометкой «Эфир» на короткий номер 5577. Обратите внимание, СМС платные. Пару слов о призах. Призы сегодня любезно согласился предоставить гость нашего эфира и также спонсор розыгрыша призов магазин «Эзотерическая лавка». Что мы сегодня подарим нашему победившему зрителю? Победившим можем, если мужчина, крем Тарангин, если женщина, крем омолаживающий, или замч. Потому что он очень хорошо помогает при женских заболеваниях, эндометриоза, при эрозии шейки матки, при миомах различных. То есть мы выясним, кто нас победил, и уже подарим подарок. И от магазина «Эзотерическая лавка».
целый ряд призов, в частности, вот такой потрясающий набор, как раз к 8 марта прекрасно. Это диск с расслабляющей релаксационной музыкой, CD-диск. И здесь же подставка под благовоние, набор благовоний и свечи, ароматизированные свечи. Это первая часть приза. Вторая часть приза — мед гречишный, мед урожая этого прошлого 2010 года. И любимец наших телезрителей, любимец вообще очень прекрасный препарат — живица кедра в кедровом масле 5% в новой упаковке. Это призы предоставлен магазин «Эзотерическая лавка». Магазин находится на улице Большая Покровская, дом 18. Работает ежедневно с 11 до 19 часов. Контактный телефон 413 27 25. Сейчас небольшая реклама, после чего мы снова вернемся в студию. Рубрика «Экспресс-телеоткрытка». Полезная реклама в эфире для тех, чья душа не спит. 12 марта гостем студии для тех, чья душа не спит, будет командор-инструктор школы магии «Атлантида» Александр Каминский. Все желающие приглашаются на первый курс обучения в Нижнем Новгороде. Программа обучения первого курса основана на 20-летнем опыте существования школы магии «Атлантида». Включает теоретические основы развития человека, знакомство с практической системой Fireball, работу с картами Таро. Первый день семинара проводится в виде открытой ознакомительной встречи со всеми желающими. Информации по телефонам 8 952 468 77 88 или 230 88 78. Центр Древа Жизни приглашает на обучение в школу практического ясновидения. Водные занятия состоится 13 марта в воскресенье в 11 часов. Вход свободный. Адрес Центра развития — улица Ильинская, дом 132. Телефон 278 97 30. Школа управления реальностью «Зеркало мира» приглашает на тренинг-семинар «Создать свою реальность». Первая ступень с 11 по 14 марта. Цель – выработка индивидуальной методики управления своей реальностью, гармонизации всех сфер жизни человека. Адрес: Верхневолжская набережная, гостиница «Октябрьская», конференц-зал. Начало 18:30. 11 марта первый час тренинга бесплатно. Контактный телефон 415 39 29. Сайт www.зеркаломира.ру. Создать свою реальность. Тренинг, который работает во всех сферах жизни. Центр Мирзакарима Нарбекова в Нижнем Новгороде приглашает 15 марта в 19 часов на учебно-оздоровительный курс по системе Нарбекова. Адрес проведения занятий: проспект Гагарина, дом 27, Гранд-отель АК. Справки по телефонам 230 81 88. Сайт www.narbekov.ru. Общероссийская общественная организация «Центр Шри Чинмоя» приглашает на концерт «Безмолвие и звук». Созерцательные мелодии Востока в сочетании с богатством классических традиций Запада в исполнении дуэта девушек из Киева. Вход свободный. 7 марта в 14 часов ДК Свердлова, улица Большая Покровская, 18. 8 марта в 14 часов Дом архитектора, Верхневолжская набережная, дом 2. Телефоны для размещения рекламы в телепроекте для тех, чья душа не спит: 414 12 99 413 49 00. Знакомьтесь, гость нашей студии — доктор Моллозухур Тахири, кандидат медицинских наук, председатель профессиональной ассоциации специалистов народной медицины и целителей Республики Таджикистан, академик Межнациональной академии гуманитарных и естественных наук, член-корреспондент Инженерной академии Таджикистана. Деятельность доктора Тахири отмечена медалью указом президента Таджикистана и медалью Российской Федерации Святого Георгия Победоносца. Доктор Тахири является автором 20 научно-познавательных книг. Член Союза писателей, член Союза журналистов, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пишет стихи, играет на 7 музыкальных инструментах. Доктор Тахири — гость прямого эфира студии для тех, чья душа не спит. Я напомню, мы принимаем ваши звонки по телефону 423 03 33, 423 03 33. И у нас, по-моему, уже есть первый собеседник, если не ошибаюсь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно вот каким-то вашим препаратом вылечить синусит? У меня ребенка 9 лет, и вот он каждый месяц болеет, никак не можем вылечить.
Так, я сразу отвечу, что ферула, вот сейчас вы будете смотреть, он очень хорошо повышает иммунитет. Те люди, которые принимают ферула, а вот сочетание зам при дисбактериозах, они в сочетании дают хороший эффект и заменяют очень многие препараты. Колоссальный эффект. Ваш ребенок, я думаю, где-то на 2-3 недели приема будет практически здоровым. То есть ферулу вы рекомендуете, да? Да. Он же повышает иммунитет, и этот расслабие, имеется какие-то микробы, вирусы, что-то в организме, поэтому он как... Сейчас, дорогие друзья, приготовьте записывать, возьмите ручку, бумагу, и сейчас мы будем просить доктора Тахири рассказать некоторые рецепты народной медицины, в частности, народной таджикской древней медицины. Я написал книгу «Путеводитель народного покажем. целителя», издана в России в 2005 году, поэтому эта книга является настольной книгой в каждой семье. Я думаю, что эти книги опять будут издаваться и в Нижнем Новгороде, они изданы в Челябинске большим тиражом, и быстро на расхват ушел, потому что любой семье нуждается эта книга не только народным целителям. А любой человек, он должен быть сам целителем для себя. Каждый организм зависит от самого человека, как он будет ухаживать за своим организмом. Совершенно верно, да. Не только понять, что нужно ухаживать и использовать для этого, допустим, природные средства, но еще и знать, какие конкретно природные средства, в какие пропорции, в какие моменты нужно брать. Но сейчас, давайте мы сейчас попробуем озвучить несколько рецептов народной медицины. Допустим, начиная там... Органы дыхания, да? Вообще, дыхания, например, часто ко мне обращаются пациенты, у кого есть гайморит, ринит, фронтит. Я лично на себе вот это в свое время проводил, еще лет 25, например, назад. Хотели меня тоже оперировать по поводу ринита, я очень трудно дышал за этот боль. Из книги Беруни я нашел такие рецепты, просто взять обыкновенный лук репчатый, кожу прочистить, кастрюлю поставить в воду, как вода начинает кипятить, бросить это лук. И буквально 5 минут он чтобы закипел. Потом взять этот лук, поставить на тарелку, чтобы он остыл. И разрежет на мелкие куски. Потом, чтобы спокойно он вошел в нос, любой растительным маслом, подсолнечный, хлопковый, смешивать и на оба ноздри до конца толкнуть и дышать ртом. 30-40 минут. Потом начинаешь делать, он все входит. Даже у кого бывает иногда слезотечение с глаза, здесь есть канал в нос, который открывается. И вот здесь были тоже случаи, когда слезотечение исчез. Поэтому самой простой методикой, вам не нужно где-то операцию делать, что-то сделать. Лук сам является рассасывающий. И луком есть целая книжка, как лечить луком, много заболеваний, и внутрь употреблять, и вот это то, что... То есть луковицу бросить в кипящую воду, 5 минут поварить, потом разрезать, дать остыть и с маслом в ноздри. На оба ноздри, до конца. У нас есть, если не ошибаюсь, телефонный звонок. Алло. Нет, сорвался звонок. 423-03-33. Напомню, телефон в студии. Звонок, кстати, бесплатный. 423-03-33. Вы совершаете обычный телефон, обычный городской звонок. По сердечно-сосудистым заболеваниям что-нибудь? Так как я длительное время работал в отделении реанимации и отделении долечения сердечно-сосудистых заболеваний, я являюсь автором 10 фиточаев, в том числе сердечный чай и бальзам. Например, у кого после инфаркта, нарушение ритма сердца, перебои, когда бывает, я рекомендую 50 грамм урюк сушеный, 50 грамм боярышника, 50 грамм шиповника и 1 столовая ложка морковной семени моркови. И прокипятить на 2 литра воды 10 минут, а потом пить по 100 грамм 3 раза. Еще раз, если можно, 50 грамм урюк. 50 грамм урюк. Здесь как панангин, калий, магний очень много. 50 грамм боярышника, 50 грамм шиповника и 1 столовая ложка семена морковь. Вот 1 столовая ложка семян моркови. Моркови, да. Все это размешать, просто залить в кастрюлю и кипятить, а после этого начинаете пить. Буквально раньше в многих курортах, например, вот здесь в Москве, я в свое время проходил в Подлипку,
на стажировку, и они всегда тоже давали урок, узем, то, что нужно, косточки, даже вот я многим больным рекомендую, смола абрикоса они берут, сосают. На бабушкинские рецепты были рецепты, даже вот этот, зернышки, вот это косточки абрикосовые. Одна вот написали, что она как вылечила свое сердце. Каждый день принимала по 2 штуки. Это вот, разбить косточку абрикоса. Это тоже продается, семечки абрикосовые. Так получается как. Поэтому в многом зависит от самого человека, как он ухаживает. Если вот, например, мы будем сравнивать человеческий организм как автомашина, если автомашину постоянно ты ухаживаешь, с маской делаешь, наливаешь там автол, бензин, он долго будет служить. Человек тоже нуждается в таком. Если даже он за себя ухаживает, даже если ничего не болит, надо все равно. Профилактика обязательно нужна. Вот я сейчас разработал новый чай, это у меня патент. 10 чаев, внутри вот коробка. 1 неделю, 10 дней ты пьешь успокаивающий, потом сердечный, потом почечный, потом печеночный, антидиабетический, отхаркивающий, для омолаживающий, для женщин, для мужчин. Вот это сейчас мы хотим производство уже налаживать, но у меня чаи раньше отдельно отпускали, а сейчас каждая семья этот чай берет и начинает принимать с целью профилактики. У нас есть телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, от моего супруга красная полость лишая. Хотелось бы узнать, откуда возникает красная полость лишая и как можно его вылечить. Красный лишай? Еще раз. Красный плоский лишай. Красный плоский лишай. Спасибо. Но это обычно нужно посмотреть и с врачами-кожниками рекомендации, вот то, что они дают. А в народной медицине, конечно, это причины много заболеваний, то, что на коже, это нарушение внутренних органов, это нарушение функции печени, потому что основной лабораторией нашего организма является почки и печень. Если 2 органа нормально функционируют, мы будем за ними ухаживать, много кожных проблем решается. Поэтому здесь комплексный подход, надо лечить и печень, и почки, а потом местный кожу. Это то, что я вам сказал, надо индивидуально посмотреть. Ну да, каждый случай индивидуальный. Индивидуальный, конечно, а потом смотреть состояние сопротивляемости организма человека в чем. Много были случаев, которые я помогал больным, которые с лишаем, начинающей гангрена. Кстати, да, сейчас вот я немного рекламной информации обязательно нужно сказать, что доктор Тахири находится у нас в Нижнем Новгороде и будет находиться примерно в течение недели. Завтра, 6 марта, воскресенье, доктор Тахири приглашает вас на встречу. Будет 2 встречи в 12 и в 16 часов в Центре развития личности, улица Грузинская, 37А. Там же будет продажа препаратов и книг, о которых мы сейчас говорили, с 11 до 18 часов. Индивидуальный прием тоже можно записаться по телефону 413 85 90 413 20 70. И с понедельника по пятницу будет проходить курс лекций по профилактике и практическому обучению. Кстати, вот с чем можно к вам обращаться на индивидуальных приемах? С какими проблемами? Ну, на индивидуальный прием у меня, например, я как врач-кардиолог, у кого проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, у кого гипертония, инфаркт, постинфарктные нарушения ритма, я как врач принимаю, даю рецепты, рекомендации, это один прием. Второй проблем, потому что иногда причиной много болезней, то, что мы сказали, нарушение внутренних органов, это нарушение позвоночника, это подвывих или остеохондроз позвоночника. Я в течение длительного времени занимаюсь мануальной терапией, и в Москве был снят фильм «Природа, когда был здоровый». В этом фильме на моем сайте есть, люди могут посмотреть. Именно иногда просто позвоночник поставишь на место, решаются проблемы с кишечником, решаются печеночные или боли в области сердца. Вот как кардиолог иногда приходит жаловаться на боли в области сердца, там исследуешь, нету патологии на сердце. А патология — это синдром ТЭЦи называется, изменение в позвоночнике. Поправил и сразу. То есть у вас такой комплексный прием, в том числе комплексный прием. Потом дальше ко мне могут обращаться люди, которые бесплодием страдаются. Мужчины, женщины, длительное время, которые не имеют детей, хотят. Потому что у меня больше, наверное, 2000 те люди, которые имели по 15-20 лет, страдали бесплодием. Моими рецептами они начали восстановить и иметь детей. Следующее, то, что я как фитотерапевт, я могу подбирать именно сбор травы, рекомендации давать именно онкологическими заболеваниями, кожными болезнями, вот в том числе витилиго, псориаз,
В комплексе я могу этим больным дать советы, лечить, и потом те, которые страдают алкоголизмом, хотят бросить курение, ну, те, которые в самом деле, они хорошо поддаются гипнозу, гипнабельны. Я могу с ними работу вести и лечить в комплексе. Конечно, у меня пока на этот раз я в гостях где-то в течение 10 дней могу еще иголками лечить, иглотерапию, то, что я сочетаю всегда. Дорогие друзья, у нас в гостях доктор Тахири, и у нас, по-моему, есть телефонный звонок, если не ошибаюсь. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, можно избавиться от камней в желчном пузыре без операции? Можно. Вы придете на прием, у нас еще есть препарат по рецептам академика Трескунова, называется эндоочиститель, в сочетании мы будем давать буквально в течение 2-3 недели, ну, обычно в течение месяца. Раздробляться, ну, и камни будут входить, и исчезают. Ну, есть много методик, это на индивидуальном, я вам помогу. Сейчас, если можно, очень коротко, вопрос-ответ. Рецепты очищения печени народные. Ну, очищение печени, около 100 методик очищения печени. Вот ваши опробированные. Один, например, там сочетание лимонного сока и масла, оливковое масло. Там 300 грамм берешь лимонный сок и оливковое масло. Так, начинаешь пить каждые 15 минут сначала масло, потом лимонный сок, потом грелка на правый бок. Начинаешь ну, до этого сделать клизму, после этого сделать клизму и начинает выходить. А как долго? То есть... Ну, всего там в течение 3 дня. Вот этот курс лечения продолжается 3 дня. Потом мы назначаем магний сульфат, это называется английский соль. 50 грамм на 500 миллилитров воды начинает пить, сразу начинается, ну, виды поноса и уходят. Есть сбор травы, который тоже используется в комплексе, значит, это половой хвощ мы назначаем. Кукурузные рельсы, пижма, ну, в комплексе зверобой относится и подорожник, смена подорожника, корень шиповника. Ну, есть разные рецепты, которые я обычно больным, кто дисциплинированный, они начинают делать, они избавляются. В мире создано, каждой болезни есть лечение в природе, только этого надо знать. Надо знать, да. Дорогие друзья, к сожалению, вот время нашей беседы подходит к концу. А у нас в гостях был доктор Муллозухур Тахири, врач, имеющий 5 специализаций, в частности, психотерапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, академик, президент Ассоциации народной медицины Таджикистана. Такой вот преемник, что ли, мастерства Авиценны, если так можно сказать, спустя 10 веков. И вот доктор Тахири представлял свои препараты, которые сделаны именно по рецептам Авиценны из экологически чистого сырья Таджикистана. И завтра, я напомню, сейчас немного рекламной информации, пожалуйста, послушайте, обратите внимание. Завтра, в воскресенье, 6 марта, доктор Тахири приглашает вас на встречи. В 12 часов и в 16 будет 2 встречи в Центре развития личности, улица Грузинская, 37А. Также там же будет продажа препаратов и книг с 11 до 18 часов и индивидуальный прием. На него можно записаться по телефонам 413 20 70, 413 85 90. И с понедельника по пятницу будет проходить курс лекций по профилактике и также практическое обучение. Большое вам спасибо, вам удачи. Доброго вам здоровья, всем желаю. Вот у меня есть такое высказывание. Желаю всем мирного неба, свежего хлеба, родниковой воды. Никакой беды, большой любви. Будьте здоровы. Кстати, доктор Тахири еще пишет стихи и играет на 7 музыкальных инструментах. И, кстати, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Но об этом, если хотите, он вам расскажет завтра на встрече. В эфире эзотерический